В этом уроке мы познакомимся с неочевидным или вторым прошедшим временем в удмуртском языке. Неочевидное или второе прошедшее время употребляется для обозначения действий, очевидцем и участником которых говорящий не был. Об этих действиях он говорит по их результатам или со слов других. Глаголы в неочевидном прошедшем времени переводятся на русский язык, как правило, глаголами прошедшего времени совершенного вида с вводным словом «оказывается» или без него. Это время часто употребляется в сказках. Например, «Пурышкион верам» — «серый волк сказал», оказывается. «Вераны» — сказать. Чаще всего это время употребляется в третьем лице единственного и множественного числа, поэтому с этих форм мы начнем знакомиться с ним. Рассмотрим сначала глаголы первого спряжения, которые оканчиваются на «ины». Для примера возьмем глагол «лыджины» — «читать». Отбрасываем «ины» и получаем краткую основу «лыдж». Чтобы получить прошедшее неочевидное время в третьем лице единственного числа, добавляем к краткой основе суффикс «ем». Получаем «со лыджем» — «он прочитал», оказывается. В третьем лице множественного числа добавляется суффикс «илям». Например, «соос лыджилям» — «они прочитали», оказывается. Если основа заканчивается на твердое «дзлнст», то выбирается вариант «м» или «илям», где «и» с двумя точками, не смягчающая «и». Например, «яратыны» — «любить», краткая основа «ярат». «Со яратем» — «он полюбил», оказывается. «Соос яратилям» — «они полюбили», оказывается. Глаголы второго спряжения, которые оканчиваются на «аны», «яны. Рассмотрим для примера глагол «вераны» — «сказать». Откидываем «ны», получаем основу «вера». Чтобы получить неочевидное прошедшее время для третьего лица единственного числа, добавляем к основе суффикс «м». Получаем «со верам» — «он сказал», оказывается. Для образования третьего лица множественного числа неочевидного прошедшего времени добавляем суффикс «лям». Получаем «соос вералям» — «они сказали», оказывается. Рассмотрим примеры. Улем-вылем печи ныл. Жила-была маленькая девочка, оказывается. Улыны-вылыны жить-быть, жить-поживать. Со-солы тащарыш верам. Он ему об этом сказал, оказывается. От вераны — сказать. Со-гуртынулем. Он в деревне жил, оказывается. От улыны — жить. Пинальёс тунней кошкиллям. Ребята сегодня, оказывается, уехали. От кошкыны — уйти, уехать. Куноосмы оло кыжи щурец шеттиллям. Наши гости как-то дорогу нашли. От шеттыны — находить. Соос одикнутаез умойтым кырджалям. Они одну ноту неправильно пропели, оказывается. От кырджаны — петь.